Құрметті әріптестер, бүгінгі дөңгелек үстелге арнайы келіп отырған Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстандағы ЮНЕСКО-ның өкілі Дарья Китайдың мейманына келесі сөз берсек, қонағымыз ағылшын тілінде сөйлейді, арнайы аударма жасалады. Good morning, ladies and gentlemen. This is the director. And apologies that I need to speak in English, but my colleagues there are very happy to translate. Уважаемые дамы и господа, уважаемый вице-министр, директор, я извиняюсь, не буду говорить на английском, моя коллега будет переводить. Today's theme, Kazakhstan's culture in the era of globalization, is called the challenge and promise. The challenges of globalization are widely recognized, including the need to safeguard cultural diversity. But globalization is also a promise for cultural diversity because it can help cultures in positive dialogue with each other. UNESCO's own culture programs in the globalizing world aims to foster cultural diversity, intercultural dialogue and culture of peace. Тема сегодняшнего круглого стола «Культура Казахстана в условиях глобализации. Анализ и перспективы» является одновременно вызовом и перспективой. Вызовы глобализации в настоящее время широко осознаны, включая необходимость сохранения культурного разнообразия. Глобализация является также перспективой развития культурного разнообразия, способствуя позитивному диалогу между различными культурами. Целью программы ЮНЕСКО в сфере культуры во все более глобализированном мире является поощрение культурного разнообразия, межкультурного диалога и культуры мира. UNESCO's culture program in Kazakhstan has covered widely ground in promoting worldwide cultural diversity by helping safeguard Kazakhstan's rich heritage, enhancing its cultural expressions, and participation in the dialogue of cultures which happens naturally in the country itself so multicultural. The organization's activities in the past 3-4 years have included safeguarding of heritage of the Silk Roads, such as Damkali rock arts, which together with the Kocha Ahmed Yassari's mausoleum is now on UNESCO's World Heritage List. We have also safeguarded the ancient city of Otra Tope with local experts naturally, and given support to the serial nomination of the Central Asian Silk Roads and petroglyph sites to the World Heritage List. Программа ЮНЕСКО в сфере культуры в Казахстане охватывает поощрение разнообразия через содействие в сохранении богатого наследия Казахстана, развитие культурного самовыражения и диалога культуры, который уже вполне естественно существует в государстве, которое является многонациональным. Деятельность организации за последние 3-4 года включала сохранение объектов культурного наследия Шелкового пути, таких как петроглифы Тамгалы, которые так же, как и мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, включены в список культурного наследия ЮНЕСКО, а также сохранение древнего городища Атрар, поддержку серийных номинаций объектов Шелкового пути и петроглифов в список культурного наследия ЮНЕСКО. The 500th anniversary of a poetic legend of Kishibek, which is a valuable piece of intangible heritage, is the UNESCO anniversary in 2008. While the audiovisual documents on the anti-nuclear movements, Nevada Semipalatinsk, and the collection of Kocha Ahmed Yassari's manuscripts are recorded in the UNESCO Memory of the World. UNESCO has also supported traditional crafts through its Seal of Excellence program, and this activity has focused on the improving of the quality of crafts by combining tradition and innovation, and facilitating the competitiveness of Kazakhstan crafts in the world competitive market. Юбилей 500-летия эпоса Кышибек, ценной части нематериального наследия, обозначен в списке памятных дат ЮНЕСКО в 2008 году. Аудиовизуальные документы антиядерного движения Невада-Семипалатинск и коллекция манускриптов Ходжи Ахмеда Яссави внесены в список ЮНЕСКо «Память мира». ЮНЕСКО также поддерживает прикладное искусство посредством программы «Знак качества». Данная инициатива сфокусирована на улучшении качества ремесленной продукции при использовании традиционной и инновационной техники, что обеспечивает в будущем конкурентоспособность казахстанских товаров на мировом рынке.
UNESCO's General Conference has completed its standard-setting foundation in the form of cultural conventions and declarations on which the organization's action for cultural diversity rests. Of these 8 instruments, Kazakhstan has ratified the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict and protection of the world cultural and natural heritage. It has yet to ratify such important instruments as the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and on the protection of the diversity of cultural expressions. Более того, Генеральная конференция ЮНЕСКО завершила пополнение нормативной базы конвенциями и декларациями в сфере культуры. Из 8 существующих конвенций Казахстан ратифицировал Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, первый протокол к данной конвенции, и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Однако до сих пор остаются нератифицированными такие важные конвенции, как Конвенция об охране нематериального культурного наследия и Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. UNESCO believes that our own cultures give us a positive identity on which the culture of peace is built, while the knowledge of and respect for other cultures opens us up to the world and brings us closer to each other. Globalization creates a new kind of dependency which, if we determinedly work for it, offers possibilities for good international developments. Together, our many cultures raise the cultural diversity to the level of the common heritage of humanity, I quote, which is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. ЮНЕСКО верит, что собственные культуры дают позитивную идентичность, на которой построена культура мира, в то время как знания о других культурах и их уважение открывают нас миру, что делает нас ближе друг к другу. Глобализация создает новый уровень зависимости, который предоставляет возможности для развития мира в целом. Вместе наши культуры поднимут культурное разнообразие до уровня, цитирую, общего наследия человечества, что также необходимо для человечества, как биоразнообразие для природы, из декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Я хочу поблагодарить Институт культурной политики и искусствознания за организацию этого интересного круглого стола и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.